вся хвала принадлежит Аллаху. Лишь мы Его молим, просим о прощении, лишь к Нему обращаемся за помощью. Поистине, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто никогда не собьет с истинного пути. А кому Аллах пожелает заблуждение, кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что посланник Мухаммад, саллаллаху салям, его раб и посланник. Амма ба'д. Дорогие братья, сестры, Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Мы их непременно испытаем. Чем Аллах говорит? Подчеркивает. Хауф. Страхом. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. Тем, что будем лишать их имущества, лишать их жизни. И далее в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уабашшири ссабирин». И обрадуй же терпеливых. Кто эти терпеливые? «Аллазина иза асабатхум мусибатун калу». Те, которые, когда их постигает беда, они говорят: «Инна лиллах ва инна илейхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху, и мы к Нему вернемся. Как вы уже догадались, сегодня я бы хотел поговорить о тяготах, о лишениях, которые постигают человека. Человек с приходом в этот мир, он, с одной стороны, получает жизнь, богатство, радость, разные блага от дарителя благ, от Всевышнего. Но рано или поздно потом Аллах Субхану ва Тааля лишает его этого, тем самым испытывая. И такова сунна Аллаха, и таково установление Аллаха. «Валян таджида ли суннати ляхи табдиля». И вы не найдете изменения тому, что установил Аллах. Человеку лишь остается что? Принять это. Как вы догадались, я сегодня хотел бы поговорить именно об этом, о том, каким должно быть отношение мусульманина, мусульманки к тому, что предопределяет Аллах, к тому, что Аллах Субхану ва Тааля ему дал, а потом лишил его. Каким должно быть его отношение? И когда я говорю отношение, это мат-часть, математическая часть. И поведение человека. А поведение – это больше практика, практическая сторона вопроса. Эта тема особенно актуальна для всех нас, для уммы в целом, поскольку умма переживает тяжелые времена. Будь это Палестина, будь это Сирия, Шам, будь это Бирма, братья-уйгуры, будь это Кавказ или Крым, наш родной Крым. Эта тема актуальна и близка в принципе каждому человеку. Люди рождаются, умирают. Люди получают благо и лишаются их. Кто-то испытывается болезнями. Так вот, сегодня мы затронем именно эти два аспекта. Я постараюсь отношение человека к вопросу предопределения аль-када валь-кадар бегло пройтись, поскольку это важно. Но эти темы, они больше, знаете, для лекций, таких познавательных, часовых, там, полуторачасовых, а не для хутбы. Но, тем не менее, бегло мы пройдемся. Мат-часть, так называемая. Предопределение, оно является, все вы знаете, столпом имана. То есть явный тому доказательство – это хадис с Джибриилем, когда Джибрииль в образе человека пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и начал обучать сподвижников религии, задавая вопросы, а потом подтверждая ответы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда он спросил про иман, что является иманом, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: и дабы ты веровал бил кадари хайрихи ва шаррихи. Все вы прекрасно знаете этот хадис. То есть это столб имана. Теперь есть уровни, да, уровни. Вот это важно тоже понять. Уровни
веры в предопределение. Их всего 4, их легко запомнить. Первый уровень – мартабатуль ильм. Это уверовать в абсолютное знание Аллаха, когда мы говорим про предопределение Аллаха. Потому что Аллах говорит, Он тот, помимо которого нет божества, и Он алимуль гайби ва шахада, и Он абсолютно знающий гайб, сокровенное и явное. И потому что Аллах говорит, «Уэнна Аллаха кад ахата бикулли шейн ильма», и потому что Аллах объемлет все своим знанием. Второй уровень – это вера в то, что все, что бы ни произошло в этом мире, оно записано в хранимой скрижали за 50 тысяч лет до сотворения небес и земли. Опять же, как на это указала достоверная сунна. Об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в известном хадисе: «Кетаб Аллаху макадир аль-халайк». Аллах предначертал, предопределил, записал то, что предопределено творением до того, как создал небеса и землю, за 50 тысяч лет. Какие эти 50 тысяч лет? Естественно, мы не знаем, мы не можем познать это своим разумом. Мы принимаем то, что пришло в достоверной сунне, так, как оно пришло. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит также: «А разве ты не знаешь, анна Аллаха знает, что Аллах знает то, что в небесах и на земле? Инна залика фи китаб». Поистине это предначертано, записано. Инна залика аля Аллахи ясир. Поистине это для Аллаха легко. Это все записано в хранимой скрижали. Третий уровень – это вера в абсолютную волю Всевышнего Аллаха, всеобъемлющую волю Господа и Творца, которая объемлет абсолютно все. И доводом, доказательством тому являются слова Аллаха: «Валя такулянна лишейн инни фа'илю далика гада» в суре Кахф, в суре Пещера, «И не говори чему-либо, поистине это сделаю завтра». «Илля айяша Аллах», кроме того, как если это будет воля Аллаха. Или в другом аяте: «Ва ма ташауна илля айяша Аллах». И что бы вы ни пожелали, вы не пожелаете этого до тех пор, пока этого не пожелает Аллах, Господь миров. И четвертый уровень – вера в то, что Аллах творец всего абсолютного, всего, в том числе и действий. Четвертый уровень. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллаху халику кулли шей». Аллах создал, сотворил абсолютно все. И также Аллах прямым текстом говорит в Коране: «Валлаху халакакум вама та'малун». Аллах создал вас и все, что вы совершаете, творите. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна Аллаха яснау кулля сани'ан ва сунатаху». Приводит Аль-Бухари хадис. Поистине Аллах ясна кулля саня. Он сотворяет каждого творца, каждого созидателя, того, кто что-то делает, и все, что он делает. Эти основные 4 аспекта, 4 уровня веры в предопределение. Есть также вытекающие обязательные условия веры в када аль-кадар, веру в судьбу и предопределение Аллаха. Их 2 пункта. Первый пункт, естественно, как вы уже догадались, это то, что у человека есть выбор, у человека есть воля, а иначе смысл. Смысла нет в испытаниях и в том, что Аллах Субхану ва Тааля предписал или запретил. И на это указывают слова Аллаха: «Лиман ша'a минкум аястаким», для тех, кто из вас желает идти прямым путем. Или в другом аяте Аллах говорит: «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля усаха». Аллах не обременяет душу, не предписывает душе ничего сверх того, что она может. Но второй пункт, при этом его выбор, естественно, не выходит за рамки желаний, воли Всевышнего Аллаха, как мы уже указали на этом выше. Это была очень краткая и беглая матчасть отношения человека к предопределению, к тому, то есть как он должен к этому относиться. То есть относиться он к этому должен, уверовать в это должно быть его фундаментом, незыблемой частью. Если этого нет, то, естественно, человек впадает в куфр, неверие. Уа'уду билля, да упасет нас Аллах всех от этого.
И понимая это, и осознавая это, враги ислама на протяжении веков, как я об этом говорил и говорю всегда, и подчеркиваю, пытались играть умами мусульман, пытались закидывать идеологические вирусы в умму. Я имею в виду такое понятие, как джабаризм, кадаризм и так далее, о чем мы сейчас, естественно, не будем с вами говорить. Для тех, кто желает в это углубляться и познавать, необходимо проходить лекции, уроки специальные по этому. Но также следует подчеркнуть, что есть предостережение от углубления в этих вопросах. Потому что вопрос предопределения судьбы – это определенная тайна Всевышнего, которую мы, насколько бы мы не хотели познать ее, глубоко, считая себя умными, мы ее лишь сможем познать в рамках того, что пришло к нам в Коране и что пришло к нам в достоверной сунне от пророка. Саллаллаху алейхи вассалям. Теперь, каким же должно быть поведение человека в отношении аль-када валь-кадар? Но прежде чем перейти к этому, я хотел бы подчеркнуть, что в пятницу есть определенный момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я надеюсь, что Аллах даст нам возможность застать этот момент. Фастагфирулла ли ва лакум. Итак, мы разобрали, что касается отношения мусульманина к тому, что предопределил и предписал Аллах. И однозначным является то, что мусульманин обязан верить, принять это. То есть это должна быть незыблемая вера в то, что происходит с ним. Ма асабаху лам якун ли юхтиаху. То, что настигло его, не могло обойти. Ма ахтааху лам якун ли юсибаху. А что его обошло, не могло его постигнуть. Что все, что бы ни случалось, как из доброго, так и из благого, это в конечном итоге по воле Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Теперь же, что касается поведения мусульманина. Практическая сторона вопроса, как я об этом уже говорил. Вера предполагает как минимум признание. Неприятие, отторжение этого, отвергание этого, как мы уже подчеркнули, является куфром. Что от мусульманина требуется, когда его постигает лишение? Беда какая-то. Когда его постигает смерть близкого, смерть матери, отца, брата и так далее. Смерть, конечно, самая яркая в испытаниях. Как минимум, это сабр, как мы уже говорили об этом. «Обашшири сабирин». И обрадуй же терпеливых, как Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом. Это, мои дорогие братья, на самом деле минимум, который требуется. Если человек же верует, принимает это, но у него недостаточно терпения, и он не может проявить, а есть проявление недовольства, которое по-разному проявляется. Кстати говоря, каждый из нас может быть испытан этим. И пусть Аллах укрепит каждого из нас, когда его постигают беды и лишения. Он может проявить какое-то недовольство, какое-то несогласие. И если это несогласие, оно проявляется с верой, то это грех. Но его не должно быть. Должно быть терпение. Самое интересное еще, что терпение вот это, которое проявлять должен мусульманин, когда его постигает беда или лишение, оно, по сути, в лучшем виде проявляется в первый момент, когда постигает беда человека. Как сказал на это пророк, об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: «Иннама сабру айнда садматиль уля». Поистине терпение проявляется при первом столкновении, если буквально переводить. То есть, когда человек постигает беда, вот в первый момент. Или когда он узнает о беде. Чтобы понять, о чем идет речь, контекст раскрывает нам это. Случай связан с женщиной. То есть перед
Это в достоверном хадисе передано, что пророк ﷺ шел и увидел, как некая женщина возле могилы своего ребенка оплакивала его, плакала. И пророк ﷺ призвал ее к терпению. Она же сказала: оставь меня, ты не знаешь, что меня постигло. То есть она не узнала пророка, она не знала, что это пророк ﷺ. То есть она пренебрегла этим его наставлением. Пророк ﷺ ушел, он, то есть оставил ее, но люди сказали: женщина, это был пророк. И тогда женщина эта пошла к дому пророка ﷺ, не нашла никого возле дверей, попросилась к нему и сказала: о пророк, я не знал, я не узнала тебя. И тогда пророк ﷺ сказал вот ей эти слова: «Иннама сабру анда садматиль уля». Поистине терпение проявляется в первый момент столкновения, то есть когда человек сталкивается с бедой. И по сути, вот эта его реакция, она и показывает его индикатор, показатель веры, да, можно так даже сказать. То есть насколько его вера, иман, он силен. То есть если вера его сильна, он примет это со спокойной душой. При этом, обратите внимание, это вовсе не означает, что он не должен плакать там и так далее. Плакать, как естественный плач, он дозволен. Человек может заплакать, и даже мужчина. И мы знаем, что пророк ﷺ заплакал, когда умер его сын Ибрахим от Марии Коптки. Он заплакал. Пророк ﷺ заплакал. И сподвижники удивлялись этому. Даже говорили: и ты, о пророк, как бы не понимали, что же с ним происходит. Тогда пророк ﷺ сказал те самые слова: поистине сердце огорчается, но мы говорим лишь то, и слезы стекут из глаз, но мы говорим лишь то, чем доволен Всевышний Аллах. То есть проявление на физиологическом уровне. Человек ведь есть человек в конечном итоге, есть фитра, природа человека. И если это естественный плач, то это нормально. Но если же это плач, который сопровождается недовольством, негодованием, несогласием, неприятием, вот это запрещено. Это как раз является запрещенным. Теперь же самое интересное. Есть более высокий уровень отношения к предопределению Аллаха. И этот более высокий уровень в отношении того, что предопределил Аллах, как раз-таки заключается не просто в терпении того, что предопределил Аллах, не в просто согласии. Вера, мы вообще про это не говорим. Это фундамент. Но и в радости, в любви к тому, что предопределил Всевышний Аллах. Почему? Да потому что это предопределил тот, кого мы любим. И поскольку мы его любим, мы в него верим, мы на него полностью уповаем, мы принимаем это с радостью. И в этом как раз-таки заключается дух того, каким был пророк ﷺ, как он воспитывал своих сподвижников. И на это указывает множество различных сообщений. В частности, передают от Омара Абдул-Азиза. Все вы знаете. Некоторые признали его пятым праведным халифом. Он сказал так: «Асбахту амали сурур». То есть я стал таким человеком, у которого нет радости, кроме когда? «Илля фима вада аль-када валь-кадар». Кроме тех случаев, когда это касается предопределения и судьбы. «Ин такуна сарра фа инди шукр». И если это радостное что-то, то от меня исходит благодарность. «Ва ин такуна дарра». А если это же что-то, что принесло беды, лишения, фаинди сабр, то от меня исходит терпение. Или же, обратите внимание, Муад ибн Джабаль, величайший сподвижник, да будет доволен им Аллах, что он сказал? В предсмертных муках, представьте, человек умирает в предсмертных муках. То есть он то приходит в себя, и ему тяжело дышать, то теряет сознание. И что он сказал? «О Аллах, если ты хочешь лишить меня воздуха, то лиши меня.
«Фаваиззатика иннака та'ляму анни ухиббука». Клянусь твоим величием, ведь ты знаешь, что я люблю тебя, о Аллах. Вот оно отношение. Это довольство, радость, любовь. Потому что мы к Нему идем, мы от Него пришли и к Нему идем. И тот, на самом деле, кому тяжело в этой жизни, кто лишается родных, близких, кто оказался в тюрьмах, они должны знать, что на самом деле, если при этом раб Аллаха проявляет довольство, благодарность, а еще лучше радость и любовь, на уровне имана. Естественно, не говорит мы о том, что человек должен вести себя неестественно, когда его постигла беда, прыгать, веселиться. Не об этом же речь идет. Речь идет о нечто таком, что в глубине души. Это на самом деле признак того, если человек ведет себя так, если человек есть это отношение, что Аллах Субхану ва Тааля, что он дорог Аллаху, что Аллах Субхану ва Тааля любит его. И об этом как раз таки сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда его спросили: о пророк, кто больше всего испытывается в этой жизни? На что он сказал: «Аль-анбия». Обратите внимание, пророки, а затем тот, кто более всего религиозный, богобоязненный, благочестивый и так далее, по мере его имана. То есть человек по мере его имана испытывается. И дальше в хадисе говорит: до тех пор, пока человек не будет идти на земле и не будет на нем ни одного прегрешения. И тот, кому тяжело в этой жизни, кто лишается благих, кто лишается родственников, любимых, пусть посмотрит на нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не лишился сначала отца, потом матери, потом деда, потом дяди? По сути, это были все люди, которые опекали и только заботились о нем, больше не было. А потом уже, когда он стал пророком, он лишился практически всех своих детей при жизни. Можете себе это представить? У вас 7 детей, и 6 из них Аллах забрал, так же, как и дал при вашей жизни. То есть лишь осталась Фатима, которая умерла спустя 6 месяцев после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пусть посмотрит на жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, через какие испытания он прошел. Как на него выливали кишки, собственно говоря, его же родственники, недалекие для него люди, даже близкие, соплеменники, когда он молился возле Каабы. Как его из подвижников подвергли блокаде, лишили продовольствия, еды, как они голодали, выживали в мекканский период. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, настрадался в битвах, то есть как ему выбили передние зубы, это же тоже проходит. И это пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Если же человек не относится с терпением, с принятием и с радостью к тому, что его постигает, то это, естественно, признак обратного. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас сделал теми, кто твердо верует в предопределение Аллаха, в ту судьбу, которая предначертана нам Аллахом Субхану ва Тааля. Те, которые, естественно, не просто уповают, а потом действуют, но это уже отдельная тема для другой хутбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас сделал стойкими в испытаниях.